В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Разработки Северо-Восточного федерального университета представили министру по развитию Арктики и Дальнему Востоку Алексею Чугункову. Выставка, посвященная Году науки и технологий в России, представлена в музее «Россия. Моя история». Спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» в Алдане начнет работать с завтрашнего дня. Министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чугункову представили инновационные научные разработки ученых Северо-Восточного федерального университета. В рамках рабочей поездки глава Минвостокразвития ознакомился с деятельностью инжинирингового и IT-кластеров Международного центра Future Skills. Гостю показали цифрового двойника, созданного для работы в промышленности и строительстве при экстремально низких температурах. Также представили экосистему группового проектного обучения. В лаборатории графеновой и нанотехнологий якутские разработчики продемонстрировали министру свои разработки, которые используют в промышленности и медицине. Мы рады тому, что мы в рамках Север устойчивого развития включили достаточно много наших партнеров не только из Дальнего Востока, но и из центральных университетов. Это залог успеха. Далее мы совсем недавно попали в программу «Приоритет 2030», и реализация этих программы развития нашего университета до 2030 года, конечно, они разработаны в рамках реализации программы развития Дальнего Востока, и концепции развития всей Арктики, нашей большой страны. И, конечно, мы будем рады найти еще больше партнеров. Это не только российские университеты и институты, но и зарубежные наши партнеры. В музее «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации. Представлен ряд инновационных проектов, большая часть из которых – это проекты выпускников и резидентов технопарка «Якутия». Выставка поделена на 3 сектора – производственный кластер, биокластер и IT-сфера. Отметим, что данная выставка также посвящена десятилетию создания технопарка «Якутия». Поэтому большая часть экспозиции – это работы резидентов парка. Выставлено более 30 проектов, часть из них в виртуальном формате. Поэтому горожане и гости музея смогут смело пройтись по виртуальным экспозициям представленных проектов и погрузиться в мир современных и нанотехнологий. Выставка будет работать до 19 декабря. Часто здесь бываем и следим за прогрессом, то, что здесь представлены такие достаточно востребованные и в промышленности, и в хозяйстве решения интересные, и использование местной флоры и фауны в виде биодобавок тоже достаточно такой прогрессивное, мне кажется, перспективное решение. То есть мы вообще следим за проектами технопарка, видим их прогресс, то есть видели, когда это еще были в стадии разработок. Сейчас мы видим, что это уже, сейчас наблюдаем, что это уже воплотилось в реальное решение, на которое уже есть заказы. Это, конечно, не может не радовать. Перейдем к эпидситуации в республике. За минувшие сутки выявлен 281 случай коронавирусной инфекции. Так, в столице региона отмечено 130 заболевших. Среди районов антирейтинг возглавляет Алданский район, в котором зафиксировано 18 случаев. 16 случаев в Хангаласском районе, в Мирнинском – 12, по 11 заразившихся в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. Еще в 18 районах Якутии выявлено от 1 до 10 случаев заражения COVID-19. День призывника отметили в Нерюнгринском районе. В мероприятии приняли участие руководители администрации, представители боевого братства и военный комиссар. Призывникам был проведен инструктаж, даны советы, вручены памятные подарки. Священник напутствовал молодых людей перед военной службой. Уже сегодня юноши отправляются на срочную службу. Отмечу, осенняя призывная кампания вновь проходит в условиях строгого санитарно-эпидемиологического контроля. На сегодняшнюю дату призвано более 80 человек, более 80. Планируются отправки до конца месяца на республиканский сборный пункт город Якутск наших ребят. География службы, как правило, это Восточный военный округ. Это, грубо говоря, от Читы, скажем, до Приморья, от Тикси до Амурской области.
Вот. Танковые подразделения, учебные подразделения, сухопутные войска, военно-морской флот. Уникальные экспонаты представлены на выставке, посвященной 135-летию основоположнику якутской художественной литературы, первому драматургу, поэту, лирику, анимпадисту Сафронову Алампа в Якутске. В литературном музее имени Платона Аюнского можно увидеть личные вещи писателя. Напомню, он родом из Татинского района. Первое стихотворение «Родной край» он написал в 1912 году. После Алампа стал известен как лирик-поэт, первый драматург якутской литературы, организатор Саха-театра. Его поэтические, прозаические и драматические произведения глубоко пронизаны философскими мыслями. Из фондов музея выставлено зеркало и маслобойка. Маслобойку подарила Анна Николаевна Жиркова. И также из личного фонда жителя Татинского района сковороду. Мы это тоже выставили. Наша выставка будет работать до Нового года. Помимо нашей выставки мы проводим уроки, лекции о жизнедеятельности Алампа. А в Национальном художественном музее республики стартует выставка «Геннадий Сотников. Сценография, графика, живопись». Исследователи творчества Геннадия Сотникова характеризуют его работы как аскетичные, почти монохромные, которые опосредованно влияют на подсознание зрителя. На выставке же будет представлена ретроспективная коллекция произведений мастера, охватывающая временной период с 1980-х по 2000-е годы. Экспозицию дополнят и архивные фотографии из фондов Саха Академического театра имени Платона Аюнского. Выставка открыта для посетителей с 20 ноября по 15 января при соблюдении санитарных требований. Пожалуй, самая масштабная выставка, которая была, возможно, даже не только в Якутске, а у него было много персональных выставок, где-то больше 10 только в Санкт-Петербурге, да? Но эта выставка отличается тем, что на ней представлено 230 работ. Накануне в Якутске состоялся долгожданный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России маэстро Валерия Горгиева. Этот уникальный концерт состоялся в рамках мероприятий к столетию Якутии, утвержденных полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Маэстро Гергиев рассказал о сотрудничестве Мариинского театра и Якутии. Также Валерий Гергиев отметил важность строительства арктического центра. Также результатом плодотворного сотрудничества стало участие в единственном концерте симфонического оркестра Мариинского театра в рамках празднования столетия образования Якутской ССР, симфонического хора филармонии Якутии и музыкантов оркестра «Симфоника Арктика». Кроме того, якутские музыканты с успехом выступают в одном из залов Мариинки. Здесь настолько важнейший и не только для республики, а для всей Российской Федерации проект, который должен быть реализован очень успешно. У нас большой опыт есть создавать концертные залы, строить новые театры и работать не только над, скажем так, вопросами строительства или вопросами технического совершенства или технического оснащения. Но самое главное – это залы, приспособленные для музыкального, высококлассного прочтения лучших исполнений классики, произведений, написанных и 100 лет, и 200, и 300 лет назад. Акустика. Поэтому я обратился даже к публике с этим. И обязательно поговорю с главой республики и всячески будем способствовать тому, чтобы зал сразу был, ну, если так можно сказать, обречен получить очень высококлассную акустику. Это самое главное. А все остальное наполнить потом этот зал программами, сотрудничествами. Тут есть замечательные музыканты, и мы подключимся, так что это не будет самым сложным. 21 ноября 1991 года состоялась первая репетиция Государственного концертного оркестра Якутии. Сегодня коллектив является легендарным, он известен как в Якутии, России, так и за рубежом. Успехами и планами музыканты поделились с нашими корреспондентами.
У артистов Государственного концертного оркестра Якутии идет репетиция. Духовые, ударные, симфонические и народные инструменты образуют то исключительное единство, которое делает коллектив уникальным. Сегодня в оркестре 30 музыкантов. Примерно треть артистов стояла у истоков образования коллектива. У нас коллектив очень дружный, как одна большая семья. Каждый день рождения, например, у артиста, когда артист приходит, всегда играет, мы всем коллективом играем тушь. Например, такая у нас есть традиция замечательная. И сразу же праздничное настроение получается не только у именинника, но и у всего коллектива. Первая репетиция оркестра состоялась 21 ноября 1991 года. Сегодня в репертуарной книге около 1500 произведений. Первоначально бывший самодеятельным, сегодня коллектив является легендарным. Он известен не только в республике, но и в России, а также за ее пределами. Мы проехали практически по всей стране. А потом мы были первым коллективом, который и дальневосточный, да, на Дальнем Востоке были гастроли у нас. Вдохновение артисту, как известно, дарят слушатели. Охватившая мир пандемия в одночасье оборвала возможность полноценного общения и взаимодействия со зрителями. И на пороге 30-летия Государственному концертному оркестру Якутии пришлось осваивать новые формы работы. Мы свою работу не прекращали ни в период карантина, когда был город Алдан закрыт. Мы освоили новое направление. Мы стали записывать сначала видеоролики, как вот... В принципе, наверное, музыканты по всей стране, да, каждый из своего дома. Потом мы стали снимать видеоклипы, которые тоже очень полюбились не только нам самим, да, и жителям республики, но и пользуются большим успехом за пределами. За 30 лет создан репертуар, сложены традиции, покорены высоты и завоеваны сердца слушателей. Гастроли и концерты, творческие проекты и саморазвитие. На 2022 год у артистов планы грандиозные, а заветной остается одна мечта. Для того, чтобы мы могли еще более эффективно и продуктивно работать, конечно же, нам нужен концертный зал, когда мы не будем зависеть ни от кого и подстраиваться под график тех мероприятий, которые есть у этих площадок. Этот зал должен соответствовать всем требованиям. Обязательно он должен быть акустическим, чтобы зритель мог слышать звук таким, каким он должен быть, и воспринимать чистый, не обработанный, не металлический, а вот такой, как вот в лучших концертных залах мира. Акустический концертный зал откроет новые горизонты творчества и гармонии музыки, а также позволит оркестру принимать приезжающих в Алдан с гастролями артистов. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Алданский бассейн, расположенный в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик», примет первых посетителей уже завтра. Общая площадь комплекса составляет более 2000 квадратных метров. Помещение бассейна двухэтажное, первый технический, а на втором разместили раздевалки, санузлы, душевые, кабинет врача и медсестер. Вход для взрослых составит 300 рублей, для детей 150 рублей. Для посещения бассейна взрослым необходимо наличие QR-кода, зарегистрированного на портале госуслуги, подтверждающего получение 2 компонентов вакцин от коронавирусной инфекции. Дети от 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Помимо этого, в ближайшее время начнется набор детей до 7 лет в группы начальной подготовки отделения «Спортивное плавание». Естественный спутник Земли вновь попадает в тень планеты. Сегодня, 19 ноября, состоится лунное затмение. Астрономическое явление продлится 3 часа 28 минут. Его можно будет наблюдать в Северной и Южной Америке, в Австралии и на Дальнем Востоке. Жители Якутии сегодня увидят самое долгое лунное затмение за последние века. Фаза частного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды с 16:20 до 19:48 по якутскому времени. Основную фазу мы покажем в прямом эфире в рамках Slow TV на нашем телеканале, если, конечно, позволят погодные условия. К этой минуте у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.